Приветствую вас на канале Покоритель Бездорожья. Я Алексей. Продолжаю выполнение контрактов и поручений в регионе Дон. Вчера, когда я выполнил поручение разбудить короля и в результате получил Tatar Force, обнаружил, зайдя на карту Антоновский заповедник, ну давайте потихоньку я тронусь, что у меня активно поручение долг лесничего. То есть 2 раза я уже выполнял это на тесте, и неблагополучно машина терялась у меня. А теперь получается, что 3-й раз мне нужно выполнять это задание. Ну вот раз уж так сложилось, то я параллельно решил прихватить еще груз. Видите, у меня там балки, 2 слота балок, ну то бишь 4 слота, и 2 слота кирпичей. У нас есть поручение. Сейчас взглянем. Гора мусора, да. То есть все равно мы движемся в ту сторону. Нам нужно забрать радиоактивный контейнер. Ну и параллельно мы уж выполним еще что-то. А кирпичи понадобятся в дальнейшем при запуске завода Татра. Так, вот мы тут движемся. Не очень хорошо видно из-за прицепа. Кроме того, вчера я занялся оптимизацией жесткого диска. Уж очень у меня тупит вся система. Ну и вроде бы какие-то улучшения я получил, но, к сожалению, они отрицательно сказались на игре. А именно сегодня уже зашел на карту Антоновский заповедник. Вся карта темная, выглядит так, как будто я ее не исследовал. Так, вот здесь я уже не помню, как я по прямой ездил. По-моему, да, сейчас взглянем. Выбираться на дорогу. Да, вообще на дорожку надо выбираться, потому что ворота там находятся. Вот. Вся карта темная, и 4 машины у меня там были с прицепами. Все исчезли. Что, конечно, серьезный минус. То есть мне нужно по новой туда технику гнать и продолжать выполнять. Я-то хотел как раз встречным курсом, то есть оттуда пригнать уже грузы для того, чтобы здесь мосты восстановить. А получается, что по новой. В общем, эпопея целая с этим тестовым сервером. Ну и получается, что сейчас вот мы должны сдать балки. Где-нибудь я здесь скину, наверное, кирпичи, чтобы они просто здесь находились. Так, ну и что, не показывает-то ничего. Или это я не на ту точку приехал? Да вроде крутится. Сейчас посмотрим на карте. Так, ну-ка. Я не
доехал. Это другая точечка. Тогда, наверное, вот сюда. Так, через наши эти плиты. Ну, давайте чуть продвинемся. Тут через плиты тоже можно урончик хороший получить. Так, заползаем. Да, ну вот здесь. Ага, а здесь поручение. Эх, не с той стороны заехал. Да что ж такое? Так. Интересно, как мне удобнее вернуться назад, крутануться. Ну-ка. Да, надо как-то объехать. Ладно, сейчас попробуем на месте, что ли, здесь крутануться. Вроде бы управляемость хорошая. Эй! Нам лишний урон ни к чему. Так, пролезем мы здесь обратно. Поаккуратнее. Нормально мы от плит зарабатываем. Так, здесь я уж не помню, мы пролезаем. Вроде бы там заборчик можно сломать. Ну-ка. Да что ж такое, я не вижу за прицепом. Никак не вырулит. Ну давай вот так. Эй! Заборчик, ты же должен был разваливаться. Ну-ка пробуем еще. Ну, какой-то ты очень прочный. Поперек встал. Ну вот так вот, да. Эй, а что там я опять цепляюсь-то? Неудобно здесь. Обзор не очень хороший. Так. Не тут-то было. Придется объезжать, минуя с той стороны забора и через те ворота. Кстати, вот через эти конструкции металлические я проезжал, от них тоже урончик получить можно. Да еще они пытаются прицеп зацепить. Ну, а здесь трубопровод. Что-то я уже не помню, как я заезжал туда. Ну-ка. Посмотрим. Как-то тут все нехорошо. И не помню, вот здесь вот пролезу я, не пролезу. Вот эти, конечно, стоят. Не помню, они сдвигаются или нет. Ну ладно, сейчас будем что-нибудь пытаться. Нет, вокруг трубопровода я что-то не помню, чтобы он был там высоким. Чтобы я под ним мог проехать. Да, с грузом как-то не фонтан. Ну-ка заглянуть вообще, как тут чего. Все равно катаемся рядом. Вообще там вот
достаточно высокие стойки. Может быть, я и пролезу. Сейчас проверим. У меня кран, конечно, высоковат. Да, кран не дает. Эп. Эх, ничего себе ты в структуру. Ты мне сейчас все тут поломаешь. Алло. Ну это вообще финиш. Так нельзя, ребята. Что у вас тут? Структуры между собой борются. Так. Груз, мне интересно, у меня он держится вообще? Ой, да что ж такое? Я назад хочу уехать от тебя. Какая-то труба невообразимая. Вообще финиш. Кран вошел в структуру. Так, ладно. Заглушить. Ой-ой-ой, весь груз мой улетел. Что ж такое-то? Так, глушим. Далеко у меня груз-то улетел? Да что вы мне весь автомобиль? Как бы от этой трубы теперь отцепиться? Да, не ожидал, честно говоря, что будет какой-то конфликт между структурами. Ну ты долго будешь меня ломать вообще? Так. Если мы прицеп отсоединили, да? Но это ничего нам не дает. Ну, вообще оригинально, конечно, смотрится. И что я с этим должен делать? Я же вроде все привез. Так нельзя. Так, что с ним сделать? Эвакуировать, что ли? Груз оставить на потом? Ну а что мне эвакуировать? Мне же нужно отсюда утащить. Так, к чему бы подцепиться-то? Мне же нужно утащить. Ну, отцепишься ты или нет? Нет, он намертво стрелой крана в трубе оказался. Так. Ну, это не годится. Куда бы еще попробовать зацепиться? Мне просто интересно, в состоянии оторвать я себя. Ой, как кран там бедный тянется. Вытягивается, да. Пытается открыться. Да вроде уже почти вытянулся. Весьма оригинально. То есть он в обратную сторону куда-то там разогнулся. Но немножко не хватает усилий. Так, вот она, интересно, двойная стрела стала, да? Хорошо, если мы куда-нибудь полевее прицепимся.
Ну, кран, ты можешь оторваться от трубы уже? Зачем она тебе нужна? Нет. Хорошо. Сейчас мы посмотрим. Тут у меня азовчик стоит. Как-то это повлияет, интересно, или нет? Да, вот кран, конечно, высоковат. Я просто думаю... Так, ну-ка. Азовчик, если подъехать на нем, как-то это может. Кстати, вот и груз сразу упал. Что-то это может изменить в этой неблагоприятной картине. О, там что-то пытается... Нет, дергается все равно. В конвульсиях. Так, ну-ка. Если мы его дернем. Давай, отцепляйся от трубы-то. Нет? Нет, наверное, не судьба. И что, подарить трубе Татру? Странно, как выглядит, да? Ну, еще разочек дерну, но я думаю, что это бесполезно. Нет, да. Ничего это не дает. Ну и ладно, мы заглушим. Пересядем в наш весь изуродованный автомобиль. Еще одна попытка. Тут, видите, подвеска уже вся изломана. А интересно, с крана самого я не могу ли зацепиться? Но это надо завести, наверное, да? Двигатель заводится. Теперь переходим и смотрим, да, вот он наш кран. Есть ему за что зацепиться-то? Нет, он тут ничего не находит. Грузы находит. Ну-ка, если я начну подтягиваться, что-то это дает. Казалось бы, ты просто сейчас лежишь. Так, ладно. Если мы попробуем, как странно, видите, его всего повернуло, в землю закопало. Даже интересно мне. Но, мне кажется, из структуры его уже не выдернуть. Попробуй. Нет, ты смотри. Смотрите, как интересно выглядит автомобиль, колеса там все. Так. Хорошо. Оторвали мы его. Отремонтировать я отремонтирую, но как мне груз-то доставить теперь? Да, весьма оригинально получилось. Сейчас еще раз смотрим, как туда. Да, собственно, никак, да? Нужно старый мост отремонтировать, а сюда нужно пару досок, я сюда уже закинул. Тогда я свободно проеду. Можно, в принципе, на это дело плюнуть и
Да, но мне нужен прицеп. Прицеп, а как нам пробираться-то? Придется за контейнером. Вот так вот тоже как-то вокруг с той стороны. Раз я не пролезаю под трубопроводом, то значит и вопрос исчерпан. Надо искать какой-то другой вариант. Объезжать вокруг. Так, ладно. В принципе, я могу отремонтироваться. Так, колеса. Ну, вот так вот мы все отремонтировали. В принципе, я беру прицеп. Ну, относительно, конечно, я его беру. А, топлива еще нет. Кстати, у меня же тут заправщик. Ой, колесико. Ну-ка, сейчас мы сядем. Так, а что у нас с ремонтом? Колеса же мы можем, а колес у нас нет. Ну ладно, это колеса, в общем-то, у нас, может быть, нам Азов поможет. Сейчас мы пересядем. И заправим заодно. Так, заправить. Есть. Теперь что мы тут? Колесо можем дать? Татре. Даем колесико, да. Ну вот, на 7 колесиках-то вполне. Мы потом подскочим к гаражу, да и отремонтируемся. Или там у меня стоит машина, подремонтирует. Так, теперь мне надо прицеп вытащить. Помочь, во всяком случае. И вокруг объезжать. Конечно, я помню, что я ездил за этим контейнером, но, естественно, не с полуприцепом. А почему я взял полуприцеп? Потому что они нужны, ну, полуприцеп, естественно, грузы возить с другой карты. Вот, поэтому я хотел, так сказать, и вроде бы и здесь выполнить. Ну, балки лежат, это не вопрос уже, так сказать. Потом подъехать с нормальными габаритными автомобилями, с таким скачить, которого не будет. Видите, да, вот минус вот этого крана. Кстати, надо это иметь в виду. Вроде бы он и удобнее, чем наш мини-кран, который у нас в гараже. Так, надо как-то подцепить прицепчик. А по габаритам, по вертикали получается минус. Так, ну что я тут сел-то на что, я не понимаю. За дерево цепляюсь. Так, тогда мы сейчас себя подтянем. Так, тут мне потом дадут деревья-то проехать, а вроде бы да. Чуть вперед еще, а то это дерево мне тоже мешает. Так, вот теперь уже можно прицепчик подтянуть. Эй, не надо опрокидываться. Ну ладно, можешь опрокидываться. Сейчас подтянем. Он еще стоит так неудачно. Так, ну здесь что мне тут кусты какие-то мешают? Это даже не серьезно.
Так. Вот там не надо только, чтобы он за дерево цеплялся. Сейчас надо его вытянуть куда-нибудь за собой. Так, конечно, с ним тут не очень мне удобно крутиться, но выбора нет. Потому что он там в низинке стоял, и его сложно присоединить. Так, ну-ка, так ты протянешься или зацепишься? Зацепишься, ладно. Тогда, в принципе... Сейчас попробуем как-нибудь... Нет, не дает тогда. Какие-то малюсенькие деревья. Они дают. Да, я в такой угол заехал, что не фонтан, конечно, здесь крутиться с прицепом. Ну ладно, сейчас попробуем зацепить его. Это я его цепляю или вот это он? Нет. Где-то у меня прицепчик-то. Это он? Тоже не он. Странно, где у меня там за колеса-то зацепить его? По-моему, это тоже не то. Он еще встал, прицеп так неудачно. Так, ладно, тогда мы поступим другим образом. Надо объехать и дернуть его с другой стороны. Да, конечно, вот простая вещь, видите, из-за крана возникла такая сложность. Вроде бы всего ничего, надо было проскочить и скинуть груз. Здесь у этого прицепа, у него вот вроде бы хорошо, да, вот эти усиленные вертикальные ставят балочки. А с другой стороны, они хорошо так и за деревья цепляются. Эй-эй-эй. Надо наклоняться. Так, мне надо тут как-то проскочить. Пролезть надо. Да. Ну а теперь попробовать еще немножко вот так вот. Эй, стрела мне не нужна. Так, ну-ка я не вижу, мне опять за дерево зацепится. Надо где-то здесь пошире взять. Так.
хочешь вставать на колеса? Да мне не очень-то здесь, конечно, через эти деревья. Так, наверное, куда-нибудь еще раз я пролезу. Вот здесь. Так, задним ходом, конечно, не очень он хорошо выруливает. Так, вот куда-то туда его попробовать утянуть. Так, ну-ка сначала его к себе подтянем. Зацепится он там? Вроде бы нет. Тогда поехали со мной. Здесь вроде места побольше. Вот и на колеса встал. Так, давай сюда подъезжай. Ну тут, конечно, чуть-чуть назад. Давай. Я разворачиваюсь, цепляюсь, а дальше будем изощряться, объезжать. Хотя прицеп я, наверное, оставлю. Сейчас просто я его утащу отсюда. Подцеплюсь. Вокруг поеду. Оставлю, чтобы не мучиться. Мне-то нужно зацепить контейнер. Я его краном вытяну. Да. Ну, надо будет, как в гараж заеду, поставить обычный мини-кранчик. Это убрать. Хотя он вот вроде бы по всем параметрам хорош. Но видите, вот так сложилось, чтобы уж больше не попадать в аналогичную ситуацию. Так, мы тут пролезем вообще вокруг-то. Так, чтобы не цепляться за деревья. Пролезаем. Не очень-то пролезаем. А тем временем уже вечереет вовсю. Так, ну вот нам надо поближе к заборчику. Так, вот здесь я его сейчас оставлю. Так, и смотрим на карте. Значит, во-первых, надо... Короче, мне где-то... Вдоль заборчика надо объехать. Я не помню, как я в прошлый раз это вытаскивал. Ну, я, наверное, да, на обычном автомобильчике просто пролез вот здесь вот и забрал. А сейчас за счет крана, кстати, объеду я вокруг или нет. Тут везде деревья такие. Ну ладно, сейчас попробуем. Нет. Если нет, то придется тогда... другую технику. Сейчас вот смотрим. Забор-то везде бетонный, не проскочить, увы. Так бы, конечно, по территории завода. Да. Ладно, смотрим, что это за деревца здесь. Где-то вот так вот, наверное.
Так, ну что, погнали назад. Так, чтобы я только не уронил опять прицепчик. Посмотрим, что тут за деревья. Если не пролезу, придется ставить кузов другой. Они как-то плотно стоят, откровенно говоря, прямо вдоль забора. Задними колесами цепляется. Ну. Мы здесь в стоечку уперлись. Опять не проезжаем, да? Это я просто так решил. Попроще-то было бы, конечно, привезти из Антоновского заповедника доски, и у меня был бы мост отремонтирован, и, собственно, вопрос был бы снят. Но мы не ищем легких путей. Сейчас, если мы тут где-нибудь застрянем, да, как ни странно, вот вроде бы у него мосты хорошо поворачивают, но все равно цепляет. Ох, тут понасажали бы деревьев. Я не знаю, я проползу тут вообще. Подальше взять. Что-то мне тут как-то неуютно. Ну-ка, вот тут как-нибудь. Ведь спокойно, мне так не нужно совершенно. Да, вот за счет того, что мосты поворачивают, не передними, так задними зацепишься колесами. Оригинально смотрится, такой сильный развал колес, когда без кузова все бросается в глаза. Так, тут я дальше не вижу. Что тут, деревья тоже? Все деревья не ломающиеся, как ни странно. Так, здесь мы проедем вдоль заборчика. Чего? Вот это, я надеюсь, сухостой ломается. Ну да, упал. Так, вот теперь вопрос здесь нам как проскочить через эти деревья. Здесь что-то есть такое. Прогальчик какой-то. Так, а здесь бы еще и не навернуться. Но опять не ломается деревья. Да что ж такое вы насажали тут на каждом квадратном метре?
я так плотно сяду. Так, ну-ка куда-нибудь подтянуть себя. Эй, чё мы там, за что у нас лебедка не держится? Спокойно. Вот это заднее колесо. Нехорошо так. Если отцепляемся, нет, все равно попадаем, да? Так, ладно. Сейчас мы куда-нибудь... Так, тогда заднюю часть подтягиваем. Так, скатимся, не упремся. Как мы далеко уже проехали вдоль периметра. Так, ну что, цепляем. Подтягиваем. Так, на крышу мы его можем посадить и прижать, в принципе. Далеко прошелся. Так, ну-ка. Ну вот так, да. Теперь вопрос, как нам же здесь все-таки, наверное, вот так, вот здесь что-то такое вырисовывается. Вот по болотцу. А здесь придется опять тут в чистоколе в этом. Так, где наш? Ага, ну здесь мы потом, кстати, можем через территорию заскочить и уже к нашему дорогому прицепу. Он нас там заждался. Ладно. Что у меня, кстати, с топливом надо посмотреть. Ну, хотя... А, мне колесико все равно еще ремонтировать. Топливо, ладно, это мелочь. Ну, погнали. Правда, он, конечно, сейчас центр тяжести у него смещается. Может кувырнуться. Устойчивость однозначно не на высшем уровне. Не надо. Кувыряться нам не надо. Так, а вот здесь я себе куда-то проложил. Прям в самый верх. Ну-ка на карте что у нас посмотреть. Может быть... более пологий, да не знаю даже. Я здесь, наверное, не заберусь с грузом, уж очень высокий. Ну-ка чуть объеду, если я... Здесь мы сможем заехать? А тут деревьев понасажали.
пробуем. Карабкается, вроде карабкается, только вопрос с деревьями, конечно. Эй! Продрался. Почти. Маленькие деревья попадаются и не желают, так сказать, ломаться. Так, ладно. Здесь вот по болотцу все эти деревья, по идее, ну может быть не все, но должны ломаться. Вот это вот должно падать-то, да? Так, здесь поближе к заборчику. Здесь между вот этих двух что пролезть. Эх. Так, ну потихонечку, так что колесами не зацепиться. А здесь, наверное, можно вниз съехать и объехать. Там я не пролезу. Здесь, наверное, должен, правда, здесь такие валуны огромные. Проедем. Ну, вроде бы пролезли, да. Так, ну и через территорию прокатимся. Опять легкие конструкции, но они как-то иногда странно упираются. Как перед этим, помните, я выезжал, заборчик сопротивлялся деревянный, будь здоров. Так, ну вот наш дорогой прицепчик. Забрасываем. Так, и так, ну что ты у меня тут сопротивляешься? Остался почему-то на кране. Активная точка осталась. Ой, что такое? Опять начинается какая-то дерготня. Упаковываем. Нормально. Так, смотрим, значит, что у нас еще время нормальное. Значит, нам нужно вот навстречу. Ну, поехали.
вроде бы время 12, а такое какое-то все хмурое, темное. Кстати, тут моста же нет, опасная эта вещь. Давай только не будем тут ковыряться. У нас приключений уже было немало. Какое темное вообще все вокруг. Все дождливое и темное. Молнии, кстати, не хватает. Почему они, разработчики, не добавили иногда, чтобы громыхало? Молния проскакивает, и какое темное небо. Как раз напрашивается, чтобы шарахнуло и что-нибудь осветило небосвод. Жалко, что ли, там черкануть пару строчек дополнительных, но зато как бы оживило наш геймплей, подобные атмосферные явления. Так, нормально протягивает, не садится. Но это еще не та грязь, которая нам встретится по пути в Антоновский заповедник. Так, вот нас дожидается здесь наш старший товарищ. Так, глушу. Эвакуироваться, что ли? Проскочить или отремонтироваться на месте? Че у меня тут гараж-то, где он же рядышком? Давайте я эвакуируюсь. Так, сразу. Где у меня там погрузочный кран? Вот это поставим. И все. Дождь прекратится, или мы так и будем ехать все время в такой погоде? Да, все равно мы здесь рядышком, поэтому смысл там вызывать кого-то, ремонтировать. Так, разворачиваемся. Аккуратнее. Тоже иногда от профиля зависит дороги. Видите, поехал прицеп назад. Ну, зацепился. Так, а вот здесь я думаю, что у нас ведущим-то будет побольше грузовичок Форс. Так, надо решить, по какой мы дорожке-то поедем. Через мост. Здесь она тоже, ну да, вот так. Вот это вот этот участочек такой не очень хороший.
Ну ладно, теперь вы видите еще длинным автопоездом. У меня здесь очень длинный прицеп. Это я взял для средних бревен. И вот теперь надо подцепиться. Так, что мы тут наклоняемся? Теперь нужно прикрепить, подцепить к нам вторую татру. И тут, конечно, минус в том, что наблюдать, чтобы она там где-то, если зацепилась, то увидеть это вовремя. Так, подтянем. Очень длинный получается. Вот этот прицеп, он сам по себе очень длинный. Сейчас надо смотреть, чтобы наш Феникс не зацепил за столб. Вроде прошел. Ну, погнали. Как-то все равно темновато, туманно. Хотя вроде бы вот дождик-то уже закончился, но нет, солнца не хватает. Так, а вот тут сейчас Феникс у нас будет ползти через... А, я тут и сам еще не очень проползу. Как там Феникс форсирует. Вообще дорога, она, по-моему, полевее. Ну ладно. Дорога тут одно название. Ну вот, уже сидим. Давай, подталкивай там сзади. Так, что-то я круто, по-моему, взял. Сейчас зацеплюсь прицепом. И Феникс там не пройдет. Как-то так по прямой. Не, цепляю. Так, ладно, сейчас мы еще поправее заберем. Пролезает. Прицеп прошел. Дело за мало. Феникс, а мы опять тут висим, что ли? Нет? Нет, вроде потихоньку движемся. Так, Феникс, давай там подталкивай сзади. Ну, вроде проползает. Это еще без груза. Обратно-то с грузом, но я думаю, что обратно я пойду уже один, хотя неизвестно, как сложится. Может быть... Так, Феникс, ты там ни за что не зацепил? А, я здесь зацепился. Лег прицеп. Так, ну-ка, тогда вот сюда, в сторону. Проходим. Феникс там что у нас ни за что не зацепился. А раз стоим на месте, то непонятно. Может, я сел вот этими стойками. Так, ну-ка тогда мы отцепим Феникс.
Попробуем дернуть. Протяну. Так, а Феникс? Где ты там, дорогой? Это вообще он? Это, по-моему, не он. Нет, это не он. Надо пересаживаться. Давай, подтягивайся. Вот он потяжелее дается, конечно. Такая изощренная глубокая грязь. А ее там будет навалом. Так, ну вот я рядом встану, потом зацеплюсь прицепом. Там у нас, по-моему, поворот крутой. Что это? Стоял в жиже в какой-то и еще урон получил. Давай, чё мы тут? Одному ехать, конечно, в этом смысле веселее, но просто иногда вот имеет смысл протащить хотя бы какую-то часть маршрута двумя машинами с тем, чтобы сэкономить время. Но не всегда, конечно, это получается, иногда может боком выходить подобная экономия. Ну ладно, посмотрим, как сложится. Нам тут немного осталось. Здесь можно и по одному, в принципе, доехать-то. Так, вот здесь вот тоже столбы надо как-то брать. Круто. Немножечко не вписался, но я специально полевее с тем, чтобы Феникс, он же идет у нас за прицепом, ну пролезает он. Так, ну-ка здесь чуть назад. Главное, чтобы Феникс пролез. Пролез. Раз ничем не цепляемся, ни за какие столбы, значит, все нормально. Ну да, и вот она наша уже переправа, наш тоннель. Так, здесь у меня Феникс как об стол ударится, здесь его надо отцепить. По одному будем перемещаться. Да, процесс идет потихоньку. Кстати, медленно загружается. Долго загружается. Так, ну вот здесь я куда-то в сторонку приму. И вот здесь машину поставлю. И обратно возвращаемся к нашему Фениксу. Так. Ждем перехода.
Так, Феникс перед столбом тут встал. Поехали. Ой, что-то у меня тут переход состоится, а то как-то все потемнело там. Сегодня один раз у меня, я только запустил первый раз трансляцию, 5 минут, и все отрубилось, вылетела игра. Поэтому уже с опаской смотрю на все эти нюансы. Нестандартные какие-то затемнения. Так, пропускаем. Вот сейчас мне нужно принять... Так, вот нам просто сюда надо докатить. Кстати, докатить сюда... А бревна у нас где? У нас где-то, где у нас все темное стало. Я о чем и говорил, что у меня все вырубилось. Я думаю, мне вторую машину тянуть. Нет, бревна где-то вот здесь вот. Ну-ка, что показывает? Ничего не показывает. Надо по новой проезжать. Так, тогда нам нужно как-то вот маршрутик вот так вот выстроить. Ну и время поставить, чтобы уж более-менее комфортно. И так карта вся темная. Поехали. Вправо хотел уйти, там трактор стоит. Ладно, поедем здесь. Я помню, что там был какой-то такой более-менее укороченный маршрут. Ну, относительно не намного, конечно, просто можно вот по сельхозугодьям проскочить слегка. Все равно не затоплены, видите, тоже не отличается от тех болот, по которым мы ехали. Тоже сплошная грязь. Так, здесь мы пролезаем между деревьями. Не очень свободно, но вроде должны пройти. Так, здесь у нас... Вот это я не помню-то. Это у нас вся карта теперь темная стала, надо заглянуть активно, а то вдруг еще окажется что-нибудь. Да нет, вроде все нормально. Видите, вроде бы активации поручений есть, а вся карта стала темная. Весь мой транспорт отсюда исчез вместе с прицепами. Опять же, финансовые потери. Кто возместит? Так, что мы тут? Нехорошо как-то прицеп что ли цепляется. Так, давай поправее возьмем. Да, вот так. Ну, тут
приемлемая такая дорога, но тоже с уклонами. Тоже вот я про тот прицеп, на котором бревна возить, он вроде бы сразу 3 слота ты можешь взять средних бревен, но он очень уклонов боится, прицеп. Он может даже и сам не опрокинуться, а бревна из него высыпаться. Я уже на карте Кодер с ним попадал, но решил и здесь попробовать, чтобы понять, имеет смысл или уже эксплуатировать другие наши более простые варианты. Так, чем мы там, бампером зацепились, что ли? Чтобы определить, стоит его брать. Если нет, то значит... кстати, вот прицепы это тоже ведь индивидуально каждый подбирает под себя. Потому что если вот попадаешь в какие-то сложные ситуации, когда ты везешь груз, и он у тебя опрокинулся, тебе нужно по новой возвращаться, тут уже подумаешь 5 раз, а стоит ли брать прицеп, в котором больше слотов, и попытаться сэкономить время, или же все-таки брать какой-то усредненный стандарт и на нем делать больше ходок. Вот это вот болотце или что-то, это речушка. Кстати, опять сел прицепом, что ли? Так, ладно, сейчас за что-нибудь, а за что тут все сейчас поломается. За впереди какое-нибудь дерево прицепиться, ну-ка. Ну, вроде выдергивает, да. Вот это вот то, что я сейчас проехал, она на тесте была вообще отвратительная, ужасная. Там столько всего лежало, какие-то конструкции металлические под водой, которых ты не видишь вообще. И получаешь, во-первых, или урон серьезный получаешь, или цепляешься и не понимаешь за что. Просто встал на ровном месте в воде, там вода мутная, подразумеваешь, что ты там на какой-то булыжник наехал большой или что-то. Потом в какие-то моменты я просто видел, там что-то торчит, остатки каких-то металлических конструкций. Так. Спокойно. Чуть-чуть. Чуть-чуть назад. Да. Это ж поручение. Это всего лишь поручение. А где у меня? Куда мне сдать-то нужно? Не вижу, что там моргает-то. Надо отъехать и понять. Непонятно. Вот появилось управление. Вот тоже странно. Иногда у нас, кстати, в игре бывает такая ерунда. Награда. Принять. Так, теперь смотрим. Глушим его. Смотрим, что у нас там на карте появилось. Это цистерна с топливом. Быстрый и мокрый. Это что такое? Так, смотрим. А где, собственно говоря, я денежки получил, а где Татра? Это как понять? Не выдаете, да? Вот это что у нас? Цистерна с топливом. Это хорошо, что, конечно, цистерна. Так, экологическая катастрофа. Но здесь бревна, это то, что я говорил на экскурсии, это гоночки. Так, ну и что? Все-таки третьей нет Татры, да?
Вроде бы задание я выполнил. Оно должно было появиться вторым в этой части. Ну, значит, они мне его засчитали, что я уже получил. Значит, третий татрак все-таки мне не видать. Но на нет, как говорится, и суда нет. Так, ладно. Во всяком случае, на карту мы на эту попали. Только ее нужно, видите, вот она опять вся темная. Ну вот, кстати, можно средние бревнышки доставить к рабочей переправе. Рабочая переправа у нас вот здесь. То есть в любом случае это у меня вторая машина должна сюда добраться. Еще мне надо, получается, на нем проскочить где-то вот здесь, вот найти бревна сами. Вот она, лесопилка, да, видите, все темная, карта вся темная. Тут получается вот эта часть, она вообще вся черная, не просто темная, а черная стала. Так, короче, надо пересаживаться во вторую машину. Где у меня этот? Вот он. И сейчас построим, чтобы понять направление задать ему. То есть он должен сюда доехать. Заодно мы проверим, как он с этими бревнами справится и переправу вот эту выстроит. А потом нам нужно будет тоже 3 слота средних бревен вести обратно на нашу уже территорию промзоны. Тоже восстанавливать. Ну вот такая вот непростая ситуация сложилась. Ну, собственно, когда у тебя татры эти есть уже в магазине, ты можешь себе их не только 3, а все 33 приобрести и наслаждайся. Ну, наверное, на сегодня завершим. Вы были на канале Покоритель Бездорожья. Я Алексей. До новых встреч!